Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Каких масштабов сегодня достиг детский дорожно-транспортный травматизм и какие меры нужно принимать, чтобы спасти жизнь своих детей? Как правильно ездить по скользкой дороге? Особенности вождения автомобиля в гололед и снегопад. Можно ли велосипедистам ездить по дорогам и за что их могут оштрафовать? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит телеведущая Тамара Игнатьева. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 7 по 13 апреля зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 19 человек, погибло 6. Так, 11 апреля на 633-м километре федеральной автодороги Лена произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota Prius Alpha, в котором находились 4 пассажиров, двигаясь по маршруту Нерингри-Алдан, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате столкновения 5 человек, которые находились в иномарке, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 7 апреля около 2 часов ночи в дежурную часть МВД Мегино-Кангаласского района поступило сообщение о том, что на 57-м километре региональной автодороги Мюрю в 3 километрах от села Тюнгюлю был обнаружен мужчина, лежащий на проезжей части без признаков жизни. Водитель с места ДТП скрылся. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются. За прошедшую неделю на территории столицы республики зарегистрировано 5 автоаварий с участием нетрезвых водителей. Так, 7 апреля на перекрестке улиц Старый Покровский тракт Николая Антонова водитель автомобиля Toyota East совершил столкновение со встречным автомобилем Jeep Grand Cherokee. 11 апреля на улице Петра Алексеева водитель автомобиля Subaru Levorg, следуя со стороны улицы Лермонтова, не выдержав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota Premio, совершил с ним столкновение. В тот же день на улице Дзержинского водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, допустив выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Nissan Note и далее с автобусом PASS. В результате автоаварии пассажир Nissan Note получил травмы. 12 апреля ранним утром водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на улице Дзержинского при движении задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль Toyota Corolla. Все допустившие автоаварии водители имели признаки алкогольного опьянения. Помните, водитель, севший за руль в нетрезвом виде, не просто рискует своей жизнью, но и подвергает опасности всех, кто едет по дороге рядом с ним. А за управление транспортом в состоянии опьянения нарушителя привлекают к административной ответственности и штрафу в размере 45 тысяч рублей и лишению прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. А мы двигаемся далее. На календаре середина апреля, а зима все еще не сдает свои права. Резкие перепады температур, снежная кашица, наледь и так называемый черный лед. Ледяная пленка на асфальте, незаметной водителю, требует повышенного внимания на дороге. Чтобы справиться с такими непростыми дорожными условиями, нужно четко соблюдать следующие правила. Расстояние до автомобиля, который движется впереди вас, должно быть как минимум в 2 раза больше, чем в бесснежный период. Разумеется, делаем поправку на использование шины. В случае с шиповкой дистанцию можно немного сократить, а вот с липучкой чуть увеличить. Не забывайте следить также за боковым интервалом. Уделите этому вопросу внимание прежде всего потому, что в снегопады обзорность ухудшается, и вы рискуете попасть в мертвую зону для другого водителя. Кроме того, выработайте правила: в скользких поворотах двигаться в шахматном порядке. Если соседний автомобиль сорвется в занос, у вас останется пространство и время для маневра. Также при подъезде к пешеходным переходам будьте особенно внимательны к пешеходам, так как дети могут выбегать резко на пешеходные переходы из-за стоящих транспортных средств.
Также будьте внимательны в местах массовых скоплений людей, а также в местах остановок общественного транспорта. Разрешенную скорость в гололед смело урезайте на треть, а лучше наполовину. Иными словами, двигаясь по нерасчищенной или плохо расчищенной и подтаявшей зимней трассе, вместо привычных крейсерских 90-120 км в час держите 70-90. На федеральных и региональных автомобильных дорогах наблюдается такая же погода. В связи с этим рекомендуем водителям воздержаться от поездок. А если уж поездка необходима, то рекомендуем соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Помните, что именно на виражах усиливается риск подтапливания снега в результате контакта с шинами и других машин, а потому примите максимальные меры предосторожности. Снижайте скорость плавно задолго до начала поворота. Даже если ваш автомобиль оснащен АБС и системой стабилизации, выработайте привычку в гололед тормозить плавно и в то же время прерывисто, не допуская полной блокировки колес. Избегайте как экстренных торможений в пол, так и резких ускорений. В противном случае вы можете спровоцировать увод с курса. Владельцам машин с автоматизированными трансмиссиями имеет смысл выбрать режимы зимний или эко, при которых реакция автомобиля на газ притупляется. Можно также понизить передачу, как и в случае с механикой, осуществляя торможение двигателем. Если срыв-занос все же произошел, смотрите в том направлении, куда намерены направить машину. И помните, что лучше заехать в сугроб на обочине, чем навстречку. Пешеходам перед тем, как перейти дорогу, рекомендуем убедиться в своей безопасности, то есть не выбегать на проезжую часть, осмотреться по сторонам и в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Ежегодно количество автомобильных аварий с участием детей не уменьшается. И связано это со многими факторами. Прежде всего, это невнимательность самих родителей, водящих автомобиль, и опасные ситуации на дорогах. Но дети могут получать травмы при ДТП, если они пешеходы, а также в случаях нарушения правил при катании на велосипедах, самокатах и роликах. Какой же должна быть профилактика детского травматизма в ДТП? На этот и другие вопросы сегодня в нашей студии ответит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Владимир Ощепков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Расскажите, какая ситуация по детскому травматизму сложилась сегодня в Якутии, в Якутске в целом? В целом в Якутии у нас за 3 месяца текущего года было зарегистрировано в общем 142 дорожно-транспортных происшествия, где, к сожалению, у нас 12 человек погибли и 215 человек получили различные травмы. К сожалению, увеличилось количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, когда, как в прошлом году у нас было 194 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано, и пострадавших зарегистрировано, а в текущем году у нас 215 человек получили различные травмы в данных дорожно-транспортных происшествиях. Согласно статистике, какие виды травм преобладают? Даже если говорить о том, что какие травмы у нас дети получают, это у нас, опять же, увеличилось количество более как серьезных травм, как я сказал, да, это как переломы. Раньше были ушибы, это из-за того, что, опять же, дети страдали, получали травмы при столкновениях, дорожно-транспортных происшествиях, то есть сидя либо в детском удерживающем кресле неправильно, да, либо, опять же, из-за неправильно использованных штатных ремней безопасности. И, соответственно, в текущем году у нас только в январе месяце было зарегистрировано в столице республики 4 наезда на пешехода практически в один день, можно сказать, да, где дети получили, опять же, серьезные травмы. А существует ли так называемая сезонность у ДТП с участием детей? Да, сезонность, к сожалению, опять же, имеет место быть. Увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и, в принципе, увеличивается количество пострадавших в них. Это в основном как бы в летний период времени, и, опять же, в межсезонье. А кто чаще страдает в ДТП? Дети-пешеходы или дети-пассажиры?
Ну, сейчас, как бы, в данный период времени у нас преобладает, наверное, можно сказать, опять же, количество наездов на детей-пешеходов, которые переходили дорогу в установленных для этого местах. Это, конечно, большая часть, можно сказать, из всех вот 17 дорожно-транспортных происшествий на данный момент, можно сказать, 12 наездов на пешеходов, детей, получается. Вот, исходя из вашего опыта, каким образом дети получают самые опасные травмы и что могут сделать родители и другие взрослые, чтобы их предотвратить? Ну, самое опасное, наверное, исходя даже вот по статистике, ну и в принципе, если так смотреть, в столице республики у нас происходит, наверное, такое самое серьезное ДТП. Это, опять же, при наездах, когда дети катаются на велосипедах. Сейчас у нас, опять же, преобладает, наверное, количество дорожно-транспортных происшествий, которые, в принципе, уже, можно сказать, как бы на простых самокатах, когда раньше дети попадали, в принципе, получали либо ушибы, либо ссадины, да, а теперь уже у нас появились средства индивидуальной мобильности, да, когда, как у нас в прошлом году было зарегистрировано за летний период где-то 6-7 дорожно-транспортных происшествий, именно связанных с наездом на средства индивидуальной мобильности, где, к сожалению, у нас, опять же, дети были не одни на данных электросамокатах, да, а именно с родителями. То есть, опять же, родители, наверное, можно сказать, позволили себе пренебречь мерами безопасности, можно сказать, да. Ну и согласно правил, они, в принципе, на одном самокате не должны кататься по 2 человека. Ну и в завершении нашей беседы ваши пожелания нашим водителям, пассажирам Ну, и пешеходам? наши пожелания, как всегда, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, ну и не забывать о том, что соблюдать правила дорожного движения следует начинать, опять же, с себя. И так как у нас дети повторяют родителей, соответственно, нужно самим пристегиваться, да, в первую очередь, ну и, соответственно, самим переходить с детьми правильно дорогу по проезжей части именно по пешеходному переходу. При этом убедившись, опять же, в безопасности своего перехода, то есть посмотрев по сторонам. Ну и после этого только уже у нас дети уже будут повторять правильно вас, ну и родители, в принципе, ну и взрослых. Ну и, конечно, всем безопасных дорог и счастливого пути. Спасибо. Ну, а я напомню, что у нас в гостях был начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Владимир Ощепков. А мы продолжаем. Как только в Якутске устанавливается достаточно теплая погода, количество двухколесных транспортных средств значительно увеличивается. Десятки велосипедистов появляются на городских улицах и вливаются в плотный транспортный поток. Но многих автовладельцев раздражают велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части. Разрешено ли им выезжать на автодороги? Вообще, какие правила и запреты на них распространяются? И за что могут оштрафовать велосипедиста? Велосипедные дорожки в Якутске, к сожалению, большая редкость, поэтому передвигаться на двухколесном транспорте можно по проезжей части. Тогда необходимо ехать с правой стороны параллельно движению машин. И минимальный возраст водителя велосипеда для езды по дороге – 14 лет. Если велосипедная или велопешеходная дорожка все же есть, то выезжать на дорогу разрешено, когда габариты велосипеда более 1 метра с учетом прицепа или груза, или велосипедисты передвигаются колонной. При ситуации комбо, когда нет ни специальных дорожек, ни возможности ехать по обочине дороги, можно выехать на тротуар. При этом важно, за проезд по тротуару штрафуют крайне редко, но если сотрудник ГАИ увидит вас нарушителя, то придется заплатить 800 рублей. Такой же штраф составляет за езду по пешеходному переходу. Водитель велосипеда, который пересекает проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись, да, он может получить административный штраф в размере 800 рублей, согласно части 2 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут следует уточнить, это касается велосипедистов старше 14 лет. Те, кто младше этого возраста, могут ездить по тротуару. Но можно ли кататься по данному участку на электровелосипеде? Обязаны соблюдать правила дорожного движения как
пешеходы. То есть, соответственно, данными транспортными средствами они должны управлять только по пешеходным зонам. Отметим, что велосипед остается велосипедом, если мощность электродвигателя меньше 0,25 киловатт. И его конструкция устроена так, что при скорости более 25 км в час электродвигатель автоматически отключается. Если вы едете на электровелосипеде, то движение по тротуару допускается при условии, если его вес составляет 35 килограмм и менее. Если нет специально отведенных мест для велосипедистов, например, велодорожек, если вы сопровождаете ребенка на велосипеде, которому не исполнилось 14 лет, и если юному водителю сим нет 15, а если ребенку нет и 7 лет, то он может ехать на электровелосипеде только в сопровождении взрослых. Опять же, не стоит забывать то, что у нас есть электросамокаты малой мощности, которые не доходят до 2 киловатт, которые, опять же, должны ездить только по тротуарам, велопешеходным зонам, ну и, соответственно, не должны выезжать на проезжую часть. А вот к нарушителям правилам для СИМ будет применяться статья 12.25 Кодекса об административных правонарушениях, в том числе и за нарушение в состоянии опьянения, за нарушение, создающие помехи в движении транспортных средств и повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего. В этих случаях штраф может обернуться от 800 до 1500 рублей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А ответит на них моя коллега, телеведущая Тамара Игнатьева. Тамара, здравствуйте. Добрый день. Ну, у нас такой традиционный вопрос всем участникам. Каков у вас водительский стаж? Более 10 лет. Более 10 лет. Ну что, мы желаем вам удачи. Сейчас на нашем экране будут 10 вопросов. Вам нужно дать 10 ответов. Ага. Итак, первый вопрос. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Варианты ответов: соответствует. Второй вариант: соответствует, если отсутствуют встречные транспортные средства. И третий вариант: не соответствует. Ну, тут второй вариант, потому что так как никаких разметок нету, то машина может ехать, если нету встречных транспортных средств. Вариант номер 2. Да, вариант номер 2. Принято. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака. Варианты ответов: только на легковые автомобили. Второй вариант: на легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. И третий вариант: на легковые автомобили и мотоциклы. Ну, думаю, также второй вариант. Легковые автомобили и грузовые машины с массой не более 3,5. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Варианты ответов: разрешена. Второй вариант: разрешена только с включенной аварийной сигнализацией. И третий вариант: запрещена. Но запрещающий знак, значит, запрещена. Запрещена. Вариант номер Да. 3. Принято. Из какой полосы разрешено въехать на данный перекресток? Варианты ответов: только из правой. Второй вариант: только из левой. И третий вариант: из любой. Ну, из любой, смотря куда я направляюсь дальше. Если я туда буду сворачивать, то я выезжаю, значит, из правой полосы, а если еду по круговой, либо туда, из левой. После левой. Да. Чтобы потом перестроиться. Принято. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? Варианты ответов: 60 км в час, 70 км в час, 90 км в час и четвертый вариант: 110 км в час. По-моему, похожий вопрос был у меня на экзамене, когда я сдавала, значит, Орлова, да? Орлова на синей плашке, это значит, что заезда туда нету, он где-то рядом, поэтому можно 90 километров, если не ошибаюсь. Вариант? А когда есть заезд, когда белая табличка, то 60, не более. Тогда вариант номер 3. Да. Принято. Какой пешеходный переход обозначает данная разметка?
Варианты ответов только регулируемый. Второй вариант только нерегулируемый. И третий любой. Но я так понимаю, вот желтые полосы здесь для яркости, чтобы водитель мог заметить издалека. Поэтому, ну, наверное, любой. Вариант номер 3. Да. Принято. Этот знак, вариант ответов, предупреждает вас о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очередность движения. Вариант номер 2 запрещает вам проезд через мост. И третий вариант обязывает вас уступить дорогу встречному транспортному средству. Ну, этот знак означает только после вас. Если машина едет, я Навстречу. должна пропустить, а если ее нету, то я могу, наверное, проехать. Значит, вариант номер Значит, вариант третий. 3. Принято. В каких направлениях вам можно продолжить движение на перекрестке? Варианты ответов: только налево и в обратном направлении. Второй вариант: прямо налево и в обратном направлении. И третий вариант: в любом направлении. Так, значит, направо может только автобус ехать. Тогда я могу прямо ехать, могу налево и могу обратно, да? Да, скорее всего, так. Прямо налево и в обратном направлении. Вариант Пускай номер- будет этот вариант. Вариант номер 2. Принято. Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов? Варианты ответов: только В, только Г, Б, В и Г. И четвертый вариант: все. Ну, так. Ну, давайте В. Где мотик, где Вариант, мотоцикл. вариант номер 1. Да? Да, давайте. Ага. Вариант Только номер 1 В. принято. Хотя я не... Сколько транспортных средств вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода? Варианты ответов: только одно. Второй вариант: только 2. И третий вариант: все 3. Сплошная одинарная, да, и прерыв линии. Линии, значит, с моей стороны, значит, я, в принципе, могу, наверное, их всех, кто там, мотоциклист, грузовик, Там еще один грузовик. еще кто-то, да? Ну да, в принципе, если они не быстро едут, после пешеходного я могу их обогнать. Все 3. Да. Вариант. Вариант номер Пускай 3. будет, да. Принято. Так, это был последний вопрос, а сейчас результаты проверит преподаватель правил дорожного движения, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим проверку знаний по правилам дорожного движения Тамара. Итак, первый вопрос. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Водители должны двигаться только по правому краю проезжей части. Поэтому движение автомобилей посередине ехать является нарушением. Ответ не соответствует. Будем знать. Второй вопрос. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака. У нас установлена табличка 841 «Вид транспортного средства». Эта табличка распространяется на легковые и грузовые автомобили, разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Ответ был правильным. Третий вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? У нас установлен знак «Остановка запрещена». А что такое остановка, мы знаем. Это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут. Но бывает чуть на большее, если это связано с посадкой, высадкой пассажиров, разгрузкой, загрузкой транспортного средства. Но до 5 минут, где остановка запрещается, там и стоянка запрещается. И зона действия этого знака до перекрестка. У нас разрыв разделительной полосы для разворота. Знак стоит и действует. Поэтому здесь остановка и стоянка запрещена. Ответ был правильным. Из какой полосы разрешено въехать на данный перекресток? Установлен знак 4.3 «Круговое движение», и мы можем въехать в круговое движение из любой полосы. Можно и с правой, можно и с левой.
Следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? Наименование населенного пункта синим фоном, где не действует требования правил, устанавливающие порядок в населенном пункте. Не действует требования правил, поэтому здесь мы можем двигаться не более 90 км в час. Ответ был правильно. Далее, какой пешеходный переход обозначает данная разметка? Вы правильно сказали, что действительно желтый фон, он и яркий, и хорошо виден водителю, поэтому они заблаговременно снижают скорость и предотвращают дорожно-транспортное происшествие. И он обозначает и регулируемый, и нерегулируемый пешеходный переход. Это знак. У нас установлен знак 2.6. Преимущество встречного движения. Поэтому мы обязаны уступить дорогу встречному транспортному средству. Ответ 3. Правильно. В каких направлениях вам нужно продолжить движение на перекрестке? Установлен знак 5.13.2, выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Соответственно, мы направо не можем повернуть, прямо, налево и обратном направлении. Ответ 2. Ответ был правильным. Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов? По автомагистрали запрещается движение пешеходов, мопедов, а также других тихоходных транспортных средств, скорость которых менее 40 км в час. Значит, мопеды по автомагистрали у нас не двигаются. Б. Дорога для автомобилей. В. Движение мотоциклов запрещено, но мопедам разрешают. Г. Если велосипедам запрещено, то, соответственно, и мопедам тоже. Ответ В. Ответ 1. И правильно. Следующий вопрос. Сколько транспортных средств вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода? Правильно сказали, что на пешеходном переходе обгон у нас запрещен, но после пешеходного перехода вы можете обогнать все 3 автомобиля, потому что по правилам не оговорено количество обгоняемых транспортных средств. Ответ был правильным. Итак, Тамара у нас допустила одну ошибку, остальные все были правильные. Поэтому я хочу вам сказать, уважаемые водители, соблюдайте правила безопасности на дорогах. От вас зависит судьба других участников дорожного движения. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!